что ж, в общем-то, уже тоже довольно классическое для последних лет противостояние Дагестана-киргизское. Снова, кстати, разноименные стойки. Хорошо, хорошее начало. Басир Саралиев хорошо так сработал навстречу. Интересно, размашисто довольно работает киргизский спортсмен. Обменялись лоу-киками. Начало эмоциональное, если судить по реакции угловых. Ну и сами угловые довольно эмоциональные. Так-то, в общем-то, попаданий серьезных не было. Скорее были... Так, интересно. Дагестанского спортсмена на спине я давно не видел. Ну вот, видите, и такое бывает. Ненадолго, может быть, но бывает. Тут на выходе очень классное попадание было от Басира Саралиева. Все колено. Ух ты! Какой красивый бросок. Ну вот это да. Бедро. Шикарное такое бедро. И еще один раз. Есть, судя по всему, какая-то то ли самбийская, то ли дзюдошная база у киргизского спортсмена. Но ноги сейчас... Ой, и контратакует здорово. Я уж думал, что Басир Саралиев сейчас заберет через проход ноги, но нет, отконтролировал Адилет Нурматов. А в борьбе хороший спортсмен. Не очень контролирует, но бросает шикарно. Интересно, такая двойка, причем первый удар был с дальней руки, и зашел второй удар. Хорошее попадание уже от киргизского спортсмена, колено. Здорово. Ничего себе, бросок за руку. Очень давно я не видел таких вещей в смешанных единоборствах. Может быть, кстати, и греко-римская база есть у этого спортсмена. Адилет Нурматов, все может быть. Пропустил киргизский спортсмен, но мы знаем, что они могут пропускать достаточно много, и на них это как-то не сказывается. Почему? Загадка. Не знаю, отгадывайте сами. Крепкие спортсмены. Жесткое попадание с дальней руки. Попадание с передней уже от дагестанца. Очень много сил на старте поединка потратили бойцы. Потому что эти броски, они, безусловно, отнимают кучу энергии. Ну, достаточно свежи пока что. Свежо выглядят. Вы знаете, если нету какого-то стресса внутри, то можно, как на тренировке, бросать и не терять сил. То есть, если достаточно спокойно, например, Адилет Нурматов сейчас себя чувствует, то на нем это может существенно не сказываться. Интересный бой. Динамичный. Туловище от Саралиева. Ну, кстати, они одинаково оцениваются, удары, что в туловище, что в корпус. Даже лоу-кик акцентированный оценивается так же. Подхватывает Саралиев ногу, там лоу-кик пробил. До этого право на правую встретили друг друга бойцы. Интересно, так, со сменой стойки. А, кстати, эти бойцы тоже разноименных стойках, да? Да, вот никогда такого не было, и вот опять. Много таких у нас сегодня отличительных черт в этом турнире. Ну, шикарно. Динамика, конечно, классная.
Динамика классная, секунданты огонь. Посмотрим, что будет. Бой-бомба, честно говоря. Да-да, вот это все. Посмотрим, что будет во втором раунде. Ну, пока ярко. Риторический вопрос, чего вы обливаете, когда он выходит? Да, очень просто. Всегда спортсменов, соответственно, обливают перед боем. Ну, обычно в надежде, что рефери не увидит. Тут рефери, конечно, видел. Но делается это из двух соображений. Во-первых, чтобы остудить тело. А во-вторых, ну, помогает от борцовских действий защищаться. Скользит спортсмен. Очень активно передвигается, присматривается, но в то же время все динамично. Очень хорош Адилет Нурматов. Ну да, поддавливает. Меняются примерно поровну. Как ни странно, у него больше успешных борцовских действий. И так, а вот здесь гильотина. Не получилось. Заправлены. Не получилось, нет. Да, захват раз. Практически сразу она не получилась. Другой момент, что можно попробовать свип еще какой-нибудь сделать. А так, там была такая ситуация, что либо делать сразу, либо уже все. Сразу не получилось, а дальше уже не важно. Здесь, конечно, надо уже бросать и пытаться встать. Или же просто держать до того момента, как поднимет рефери. Не борьба, говорю. Ноги заправлены, вот захват тоже нет. По-прежнему? Ну да, нету включенного ресурса спины и захват руками должен. Секунданты советуют Басиру Саралиеву держать. Ну, это, с одной стороны, и правильно, если рассчитывать на то, что Герихан Шибилов сейчас рефери поднимет стойку спортсменов. А с другой стороны, как бы руки затекают, конечно, сильно, когда так просто держишь. Так, ну, все-таки пытается держать гильотину. Держит, активных действий пока нету. Ну и подолгу задерживает, да, замок не получается. Ну, ноги не закрыты на спине. Ну, сейчас уже пытается, я так понимаю, свип сделать, переворот. Неудачно. Не получилось. Ну, сложно это все делать. Ну и вот группа поддержки Басира Саралиева завелась. Да, я так понимаю, что с Дагестана тоже широкое представительство должно было приехать. Ну что, прямо рядом вместе со мной прибыла там как минимум одна делегация. А, возможно, она была и не одна, да.
Так, ну, выбрался дагестанский спортсмен. Ну, удивительно смотреть то, что киргизский спортсмен Адилет Нурматов смотрится в борьбе получше. Да. У него довольно интересные проходы, ну, точнее, переводы были до этого. Он бедрил несколько раз, за руку бросал. Здесь еще одна попытка гильотины, но... Ну, если первая не получилась. Хотя здесь, вот смотрите, взял шею без руки. Ну, тяжело ему сейчас, конечно, вряд ли получится. Ресурс спины не подключен. Да, спина не включена в действие, поэтому будет тяжело. Вот, то есть, конечно, скорее про то, чтобы подержать сейчас шею. Осталось держать чуть менее минуты. Ну, со вторым раундом более-менее все понятно. Прорисовалась картинка. И фаворит, наверное, этого раунда у большинства судей Адилет Нурматов. Вот. А вот здесь подключена спина, но настолько ли плотный захват на шее? Нет, не подключена. Видите, он целиком сейчас лежит на спине и продолжает все-таки одними руками все контролировать. В принципе, можно было бы поднимать, но сейчас какой смысл за 10 секунд это делать? Так, ну все. Соответственно, раунд под номером 2 закончен. Пока предпочтительнее смотрится киргизский спортсмен. Какое-то мега полотенце у секунданта Адилета было сейчас в прерыве. Раскидывало влагу так, что щурился оператор, прятал камеру. Ну, будем надеяться, спрятал. Вот на качестве съемки это не отразится. Увереннее себя, конечно, чувствует сейчас Адилет Нурматов. Есть у него ощущение, что он поединок ведет. Басир Саралиев же, конечно, должен подобрать какие-то новые ключики к поединку. Попытка перевода удачная от... Так, а вот сейчас, по-моему, очень неплохо шея взята. И, в принципе, действительно можно... А, нет, уже нет. Но можно было попробовать сделать. Такое ощущение, что сознательно отдает шею Нурматов. Ну, а как бы чувствует, что не получается сделать, чтобы не отдать. Перевод важней. Да. Киргиз, дагестанцев его в борьбе побеждает. Я никому не скажу. Это что-то новое. Ну, а почему нет? Собственно, киргизские спортсмены и в борьбе регулярно занимают призовые места на чемпионатах мира, на крупнейших турнирах класса А. Если не ошибаюсь, олимпийские призеры есть из Киргизстана. Ну и национальный вид спорта тоже, пусть это совсем другая. Там, скорее всего, тоже разновидность куреша какая-то есть. Они от страны к стране немножко по-разному называются. Борьба на поясах, условно. Смотрите, какая хорошая двойка. Корпус еще в голову. Кстати, интересно, что в Средней Азии борьба на поясах также культивировалась по
совершенно простым прикладным причинам, чтобы помериться силами на как бы какие-то праздники или еще что-то, и при этом чтобы не было кровной мести, которая тогда тоже была и там распространена. Поэтому, соответственно, не было как такового рукопашного боя, а вот борцовские традиции распространены от Монголии до Волжской Булгарии. Яркий поединок, конечно, показывают. Красавцы бойцы. И вот еще один проход. Еще один проход. И вполне возможно снова успешный. Ну, пока что держится Басир Саралиев. Ну, а Адилет Нурматов очень уверенно последние несколько раз переводил. Поэтому как бы я и думаю о том, что вполне себе может быть снова успешно. И у него все закончено. Так, а получится ли треугольник или рычаг локтя? Нет, уже ни то, ни другое. А шанс был. Ну, сейчас скорее сам теряет позицию. Да, Басир Саралиев накрывается. Сейчас будет сайд-контроль и возможность или попытка распятия. Хотя в данный момент защищается Нурматов. Есть еще один перевод. Да, так уверенно, конечно, несется в полуфинал киргизский спортсмен. Чувствуется, мотивация у него хорошая. Ага, так, есть рычаг. Очень даже может получиться. Ничего себе. А если такая развязка? И сейчас терпит, видно, что есть серьезные болевые ощущения у Нурматова. Ну, практически вот, там очень плотно взятый рычаг был. Как же так? Ничего себе. Вышел. Это было бы очень интересно. Вот так вот на последней минуте, да? Ничего себе. И, кстати, продолжает работать. Здорово, так неожиданно вышел на рычаг локтя, совершенно классический, просто чуть не доработал тазом. Вариант был очень хороший. Ну, этот раунд однозначно за Басиром Саралиевым. Посмотрите, как пошатнуло даже, казалось бы. Ну, я бы, кстати, однозначно так не говорил, но в целом, бой, я так думаю, что вполне может быть, да, за киргизским спортсменом. Ну, я имею в виду раунд за Басиром Саралиевым. Третьим был предпочтительный. Такое впечатление. Опять-таки, это мое субъективное мнение, которое, возможно, мало кого интересует, как это. Да, собственно, не так принципиально. Почему? Потому что есть судьи, которые смотрят на все это в некотором смысле с математической точки зрения. И то, что мы там где-то как-то эмоционально рассуждаем. Каждый из спортсменов подошел к камере, показал, что именно он победитель. Единогласным решением судьи одержал победу и стал полуфиналистом Гран-при полулегкой весовой категории AC Young Eagles в 2021 году. Боец из России Басир Саралиев, Махачкала, Дагестан. Поздравляем Басира Саралиева, который вышел на замену. И да, уходит следующий раунд.